Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Его сообщение вам. Что он хочет передать, сказать, раскрыть, да, но при этом молчит, не решается. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим, что же он хочет передать вам в своем сообщении. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, переживает. Мужчина переживает, это видно. Так, вы почему-то от этого мужчины, прям стеной отгородились. Такая, знаете, не подходи, все, я в домике. Отгородились, закрылись и, возможно, даже на него обижены. Обижены, скорее всего, потому что мужчина либо что-то сделал, либо чего-то не делает, да, вопреки вашим ожиданиям, вопреки, может быть, даже вашим совместным планам. Мог там наобещать, наговорить, но при этом раз и полный игнор, да, либо он там самоотвод взял, да, чем-то другим занялся. Вы ждали, так рукой махнули и сказали, катись ты лесом, да. Невелика потеря. Но осадочек, конечно, у вас остался. Мужчина, смотрите, какой здесь худенький, грустненький, весь такой скукожился, спина колесом, прям тяжело, грустно. А у кого-то даже отыграется, что мужчина мог заболеть и приболеть. Мне не нравится вот эта фигура, такая властная фигура, которая, видите, палкой его бьет, таким прутом, да, прям бьет по голове, по спине. У кого-то отыграется, что это его женщина, с кем он сейчас находится, например, жена. У кого-то отыграется, что это его властная мама, но у кого-то отыграется, что это какие-то грозные там начальники, руководители, либо там другие люди, которые на него имеют очень серьезное влияние. Смотрите, в своем сообщении этот мужчина говорит, что прости, любимая, прости, дорогая, я все понимаю. Я виноват, вопроса нет, но такие вот сложные обстоятельства, такие непреодолимые препятствия, я не могу сейчас ничего сделать. Да, я был самонадеянным, я думал, что я все могу порешать, я все могу сделать. Я не видел дальше своего носа. Но когда вот эти проблемы обрушились на мои плечи, я оказался слаб, я просто не смог выдержать, не то чтобы даже выдержать, да, а справиться с этой ситуацией. Все вышло из-под моего контроля. Сейчас мне очень сильно плохо, у меня все тело болит. Но душевная боль, сердечная боль все перекрывает. Я знаю, что я причинил тебе боль, я знаю, что я тебя подвел. Если сможешь, если найдешь хоть каплю милосердия, пожалуйста, меня прости. Прости, да, и не держи на меня зла. Вот такое обращение он к вам посылает. Здесь у мужчины действительно какая-то очень сложная, тяжелая ситуация. Я хочу ее просмотреть на кипере. Просто смотрите, какой он. Смотрите, видите, вот, как такой червячок весь погнутый, скукоженный, прям тяжело-тяжело. И вот эта фигура, которая его прям прутом бьет. Что происходит? Что у него там произошло? Проблема этого мужчины в том, что он очень такой, знаете, скрытный товарищ. Он мало что рассказывает про себя. Он, да, любит похвастаться, но хвастовство это все-таки там типа сказки, выдумки. А вот правду, реалии он практически не рассказывает. Он все держит в себе. Если бы вы, девочки, знали правду, все обстоятельства его жизни, возможно, вы бы от него не закрывались, а наоборот, вы могли бы ему чем-то помочь. Да? Кто-то словом, кто-то делом, неважно. Важно, что все было бы по-другому. Так, что с ним там? Что он такой несчастный? Смотрите, опять вышла женщина.
А, с деньгами, с деньгами. Ох, ничего себе. Фу-фу-фу. Ну, попал. Ваш мужчина просто попал. Действительно, был очень самонадеянный. Очень самонадеянный. Такой, знаете, немножко лопушок и простофиля. Я не хочу никого обидеть, я просто констатирую факт. Вот он весь такой окрыленный, в облаках летал, значит, влюбленный, все классно, все прекрасно. Ему тут обещали, в уши дули, в попочку целовали, что все классно, все прекрасно. Ты, главное, говорит, деньги дай, да, либо ты, главное, там вложись, либо на себя какие-нибудь обязательства возьми. Все будет просто прекрасно. А потом оказалось, что им играют, как вот это, видите, марионеткой. Он на самом деле на веревочке, он не свободный человек. И вот сидит такая дородная дама, кстати, вот, видите, тоже дородная дама, и играет, дергает его за веревочки, а он как этот попрыгунчик, да, и рад. Ну, конечно, не рад, но тем не менее. Попал, понимаете, по полной попал. Был, значит, человеком приличным, как перспективным, а превратился в несчастного, обездоленного, осиротевшего. Ну и, конечно, потери очень серьезные понес. Тут и репутационные проблемы, и финансовые потери. Все на свете. Все на свете, да. В общем, попал так попал. Это женщина. Женщина, которая с него прям все соки выпивает. Дергает его и направо, и налево. И видите, прутом этим прям стягает. Вот прям со злобой, с агрессией. Возможно, даже шантажирует девочки. Он сам виноват в том, что он оказался в такой ситуации. Слишком самонадеянный, слишком легко ко всему относился, слишком, знаете, доверчивый, да. Либо сам себя, знаете, как обыграл, думал, что я ж такой умный, я ж такой горячий, я ж такой умелый. А оказалось, ребенок, вот марионетка в чужих руках. Вот так оказалось. Конечно, он с себя вину не снимает, да, и тут даже в песке это видно. Но с другой стороны, в таком тупике, что и поделать ничего не может. Еще хочу посмотреть его отношение к вам и чувства к вам. Потому что из-за этой вашей стены я ничего не вижу. Вы как будто бы вообще решили напрочь оборвать все связи с этим мужчиной. Прям отрезали его от себя. О, тут милые такие карты пошли. Нет, девочки, ну вы как хотите, но вы интерес всей его жизни. Я не буду говорить про любовь, это слишком такое, знаете, громкое высказывание. Но вы все разные, да, у каждого разный уровень отношений. Но то, что вы шанс всей его жизни, это точно. Вы в его глазах самая прекрасная из женщин. Вот лучше вас он никогда не встречал. С вами он видит будущее. Вы его, знаете, как этот журавль в небе, да? От вас он хочет детей. У одних отыграется, у других отыграется, что с вами он хочет действительно вот серьезные отношения, семью, там, любовь, морковь. В вас раствориться хочет. Опять же, да, вот вы его шанс. Шанс на то, чтобы стать и любимым, и счастливым, и благополучным. Да, вот нашел он свою женщину, он вас рассмотрел. Но, девочки, когда вы от него закрываетесь, стену выстраиваете, он чувствует себя просто больным. Вот видите, больной человек. Вы подарок всей его жизни. Вы подарок, да, для него вы подарок. Говорит, не надо мне другой, хочу именно эту. Хочу именно эту. Но других женщин в плане, вот там, знаете, отношений, интима он даже не смотрит. Вы, только вы. Только вы сейчас закрылись, да, и вот гроб выставили, типа, все, ты в прошлом, да, я тебя закрыла, иди гуляй лесом. И это, конечно, его сильно подкосило.
То, что у него сейчас проблема, это все такое, знаете, приходящее, уходящее. Он и в худших переделках бывал. Но то, что вы от него закрылись, это прям беда-горюшка для него. Сил нету, стимула нету. Стимула, понимаете, он нашел свою женщину, он нашел свою любовь, он нашел свое будущее. И тут трах-бах, вы от него закрылись. Все. Да. Крылья голубку-то подрезали, да? Шучу, конечно. Но он и сам виноват. Сам еще тут красавчик. Что еще он хочет в своем сообщении вам рассказать? Смотрите. Помимо там слов любви, извинений, там, знаете, вот этих вот расшаркиваний перед вами, этот мужчина от вас имел секрет. Скорее всего, связан с этой женщиной. Может быть, вы о ней знали, да? Знали, но не знали всего. Вы так поверхностно знали, там процентов 5-10 максимум. Вот. А саму суть ситуации вы не знали. Он все это держал в секрете. За это ему сейчас очень-очень стыдно. И знаете, как он говорит? Я ничего не могу ни сделать, ни поделать. Я зависим, в зависимой ситуации. Я не зря вам говорила про шантаж, да, потому что карты показали, намекнули на шантаж. Скорее всего, действительно его там очень сильно шантажируют. Ну, шантажировать можно по-разному. И имуществом, и детьми, и деньгами, и всем на свете можно шантажировать, и даже законом. Вот, он попал, и он сейчас просто в безвыходной ситуации. Если бы он, конечно, вам все рассказал, как есть, опять же, вы бы могли ему помочь и подсказать. Ну и самое важное в его сообщении, он здесь просто клянется вам, что он скоро вернется, либо скоро объявится. И хотите вы там того, не хотите, закрыты вы там на 10 замков, там 10 стен выстроили, он все равно будет пробиваться к вам. Ему важно с вами поговорить, ему важно вам что-то сказать, прям в лицо, в глаза сказать. Он считает, что эта информация, которую он вам лично сообщит, поменяет ваше отношение к нему, смягчит вас, да, сменит гнев на милость, и у вас еще будет один шанс. По крайней мере, он сейчас этим живет. Вот если бы не эта надежда, девочка, неизвестно, что бы с ним было. Либо в запой бы ушел, либо еще того хуже, что сделал. Поэтому он так и говорит: дождись, дождись. Никуда ты, говорит, от меня не денешься, никуда не спрячешься. Мне и стены не стены, да, и горы не горы. Я тебя везде, говорит, найду. Найду для того, чтобы мы поговорили. Я хочу тебе рассказать все, что было, все, что есть, и все, что я для нас планирую. Смотрите, закрылся. Он не показывает эту информацию именно в писке. Он говорит, что будет сообщать вам это все лично. Лично, девочки. Поэтому разговор у вас точно будет. И я вижу ваш разговор. Я вижу, как он вас уговаривает. Я вижу, как он перед вами здесь, смотрите, оголяется. Человек прям все себя снимает. Это значит, он все-все про себя расскажет. Видите, вот тут он стоит такой голенький перед вами. Вот, как, знаете, как мама родила, вот так вот перед вами стоит. То есть он все-все расскажет. И что надо, и что не надо, и что интересно, и что не важно. Все расскажет перед вам, девочки. Ну, а вы будете его выслушивать. Да, он так идет. Знаете, сдается мне, что вы на него очень сильно повлияли. Либо благодаря вам он стал совершенно другим. То есть вы встретили какого-то такого лихого парня, сорвиголова мужчину, и по мере вашего общения, по мере развития ваших отношений, что-то у него начало там переключаться, перезагружаться, обновляться. Так вы на него повлияли, знаете, как смещение даже всех его основных там пунктов ценностей произошло. Смещение, причем такое, знаете, значительное. Его, возможно, даже его знакомые, там, родственники, друзья уже не узнают. Там, по суждениям, по его там, действиям, выражениям, по поступкам. Да? То есть все отмечают, как сильно он поменялся. Как сильно он поменялся в лучшую сторону. И это все благодаря вам, девочки. Конечно, это непростой путь. И понятно, что время оно не резиновое. И вы, конечно, правы, что на него обижаетесь. Потому что он явно тут
очень медленно развивает ваши отношения. То есть, то пропал, то там пообещал, то не сделал. Конечно, любая бы обиделась. Но как бы вы его там не отрицали, как бы вы от него не закрывались, я вижу, что у вас есть к нему чувства, девочки. Есть. У каждой понятно, что свое чувство. У кого-то влюбленность, у кого-то прям любовь любовная, у кого-то прям наваждение, да, по-всякому бывает. Оно есть, чувство есть, а вы неравнодушны к нему. И как бы вы там рукой не махали, не говорили, да, у меня таких там миллион штук, да, и я его легко и быстро забуду. Нет, не забываете. Вы его не забываете. Не можете его забыть. Вы по нему тоскуете, вам его не хватает. Понимаете, между вами очень такая прочная, тонкая, но очень прочная нить. Он зацепил вас, а вы зацепили его. Вы зацепили его. Девочки, мужчина говорит, что я приду с разговором. Я приду с разговором, у нас будет с тобой разговор, где я перед тобой вот полностью обнажусь и раскрою все свои тайны, все свои секреты, и там покаюсь, раскаюсь, всю подноготную свою выложу. Давайте посмотрим на совет для вас, что делать вам. У вас, смотрите, там в венце прям луна вышла в вашу сторону, а в его сторону выходит собачка. Он вам столько тайн раскроет, он столько информации вам раскроет. Так, совет для вас. Если дословно, не суди и не судима будешь. Да. Не суди и не судима будешь. Он неплохой человек, просто какой-то глупенький, понимаете, глупенький. Из-за этого он попадает в такие нелепые ситуации. Ему бы, да, в хорошие руки попасть, цены тогда ему не будет. Хорошие руки. Не зря собачка вышла, да. Он хороший, он верный, он преданный. Просто, может быть, в какой-то момент он потерял, знаете, потерял ориентир, да, сбился с правильного пути. Просто надо показывать ему примером, дать ему шанс, научить, может быть, этому. И он станет верным и преданным. Верным и преданным во всех смыслах этого слова. Ваша история, она еще будет. Это не конец, это всего лишь пауза. Ваша история, она еще будет продолжаться. Вот когда он вам все расскажет, тогда, девочки, вы будете принимать решение. Мужчинка настойчивый. Я думаю, что он вас уговорит. Конечно, думать вам, выбирать вам. Но даже карты просят дать ему еще один шанс. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя, любите себя и заботьтесь о себе. Всем спасибо, всем пока-пока.